Встретиться с чем-то значительным, интересным, незаурядным. Каждая новая встреча с произведениями искусства Шамиля Шамурзаева – праздник, который запоминается надолго. Шамурзаев относится к плеяде талантливых и виднейших мастеров живописи нашей республики. Он считает своим долгом творить и созидать, а не говорить и заниматься рекламой. Он никогда не гонялся за славой. Скорее, слава сама пыталась догнать художника, который был всеобщим любимцем. Шамурзаев пришел в искусство в конце 50-х годов прошлого века уже зрелым человеком. Ему было 25 лет, когда зрители увидели первую работу художника. С детства проявлявшаяся в мальчике тяга к художественному творчеству спустя многие годы стала для него жизненной потребностью. Его наставником и учителем была жизнь, родная природа с ее красочным богатством и многообразием. Он стоял у истоков формирования Чечено-Ингушской организации Союза художников РСФСР. Первые работы Шамурзаева говорили о стремительном росте его мастерства, обретенного в считанные годы. Он пробовал себя в разных жанрах живописи – портрете, натюрморте, станковой живописи. Но наибольшую известность ему принесли портреты. Тема первых работ Шамиля Шамурзаева была определена с самого начала. Он утверждал своим искусством мужество, силу, стойкость, красоту своих современников. Позднее у него появится целая серия исторических работ. Закономерно, что с 1962-го он стал участником всех представительных всесоюзных экспозиций всероссийских республиканских выставок. В 1965 году он был одним из первых художников, принятых в творческий коллектив Чечено-Ингушского отделения Художественного фонда РСФСР, через 6 лет в члены Союза художников СССР. Заслуженный деятель искусства ЧССР, заслуженный художник Российской Федерации Шамиль Шамурзаев родился 9 января 1932 года в городе Гудермес. Он выходец из легендарного селения Дады-Юрт, откуда родом академик живописи Петр Захаров. Его именитым предком был знаменитый Бота Шамурзаев. В архивах везде это истории по фамилии, как было, чего было. Да, там еще вот, первой войны сожгли они наш Краеведческий музей. Вот. В Краеведческий музей целая стена была написано, сколько наших планов, мы же имели Гудермес чищает план территории Цунья. Законно, я знаю, что. Вот. И в Литве, и в Франции, и цах архившка по фамилии. Так, русский музей Ленинград. И цах портрет был Третьяковский, и цаду баязин бутон, так вот и сурту Горшельд, кажется, его писал, знаменитый художник того времени, немец. Вот. И русский музей находится. В жизни каждого человека есть много трагических дат. У Шамурзаева их было много. Ему было 5 лет, когда расстреляли его отца как врага народа. Мать осталась одна с 2 детьми. В 1944-м был выслан в Казахстан. Работать пошел в 13 лет. Надо было помогать матери. Для 13-летнего мальчика тяжелая работа в обувной фабрике была испытанием. Ему приходилось рано вставать, поздно ложиться. Школу закончить ему так и не удалось. Несмотря на то, что ему было всего 13 лет, работать приходилось по несколько часов. В 1958 году семья Шамурзаевых вернулась на родину в Гудермес. Шамурзаев устраивается на обувную фабрику. Надо было снова помогать семье обустраивать быт. Но в 1959 году он в один миг меняет все в своей жизни, уходит с фабрики, решает поступить в Дагестанское училище искусств. В возрасте 24 лет, далеко не традиционно для художников, он начинает интенсивно заниматься живописью. Как говорит сам художник, это был внутренний толчок, внутренний прорыв. И в один миг все переживания, боли, радости ушли на задний план, ничего не существовало, наступило какое-то внутреннее одухотворение и спокойствие. Дома сам рисовал, для себя просто начал, а потом это у меня вышел совсем уже серьезным образом
продолжить это. В 60-е годы, когда чеченский народ стал возвращаться на родину, в республике не было художников-чеченцев. Шамурзаев относится к большой группе национальных художников, пришедших в изобразительное искусство Чечено-Ингушетии в 60-е годы. Он стоял у истока формирования чеченского изобразительного искусства. В те годы бытовало мнение, что у чеченцев никогда не было и не будет своих национальных художников. Вопреки всем устоявшимся мнениям, Шамурзаев разрушил этот миф. Я когда пришел, ни одного художника не было здесь. Я первый пришел. Как профессиональный художник я первый выставил работу. Так я начал. Мне тяжело почему было? Потому что как чеченцы меня они не хотели коллективить. У вас не были художники и не будут. Вам здесь делать ничего. Так они мне сказали. В 1961 году он поступил в Махачкалинское художественное училище. Проучившись 2 года, он в 1963 году прервал обучение и вернулся домой. С завидным упорством Шамурзаев занялся самообразованием, много времени уделял изучению европейского искусства. 2,5 года я был, занимался. А остальное я не хотел быть преподавателем. Пусть там диплом преподавательский. Я приехал домой и вполне серьезно начал работать над собой. Писал этюды на пленэр. Пленэр — это значит, в горах бывал часто. Впервые с работами Шамурзаева зрители познакомились на республиканской выставке произведений молодых художников ЧССР, состоявшейся в 1966 году. Молодой художник выступил на ней как портретист. Было выставлено 3 портрета художника: портрет скотовода, портрет пенсионера, портрет участника Великой Отечественной войны Баудинова. Художник должен иметь полнейшую свободу и право творить так, как он считает нужным, иначе его картина будет ложь. Шамурзаев в своих работах был искренним. Его принимали в штыки, долгое время у него не было заказов, не было своего жилья, мастерской, постоянные вызовы в обком партии. Так всегда бывает у настоящих художников. 70-е и 80-е годы были для Шамурзаева годами напряженной работы. Он много работал, вставал в 5 утра, брал в руки мольберт, краски, ехал на 56-й участок и писал этюды. Так появлялись удивительно нежные пейзажи. Шамиля Шамурзаева, как во все другие эпохи, как и всех художников, волновали вечные творческие проблемы, духовный образ природы, ее красота. Он стремился увидеть и запечатлеть гармонию сосуществования современного человека и окружающей его среды, создававшейся на протяжении многих столетий. Один за другим появляются работы «У родника», «Соочницы», «Нефтяник», «Мечты», «Моя речка» и другие. Во всех этих работах преобладал синий, голубой и нежно-фиолетовый цвет. Его манеру рисовать не спутаешь ни с одним художником. Шамурзаев самобытен со своим почерком. Он легко узнаваем и неповторим, говорит о художнике Ваха Умар-Султанов, председатель правления Союза художников Чеченской Республики, секретарь Союза художников России, заслуженный художник Российской Федерации. Произведения Шамурзаева всегда заметны на выставках. Знаком с его творчеством 70-го года и слежу за его творчеством. Это самобытный художник, узнаваемый на выставках. Ценность художника в том, что на выставках, если он узнаваем, имеет свой почерк там, и так далее. Я должен сказать, что Шамурзаев являлся членом правления Союза художников Чечено-Ингушской Республики, являлся членом выставкома Юга России. И самое большое достижение Шамурзаева – это присвоение заслуженного художника России в 2002 году, когда мы сделали выставку в Академии художеств в городе Москве. Это была наша самая крупная выставка, показанная в Москве после наших событий, где были отмечены его работы «Дядя Йорт», «Я и мои предки», и пейзаж у него был. У него были 3 работы, были на данной выставке. «Я вглядываюсь в его краски и не перестаю удивляться», рассказывает Магомед Закреев, заместитель председателя Союза художников Чеченской Республики, каким образом он достигает таких невиданных, очень выразительных тонов и оттенков.
Шамиль Шамурзаев наш самый уважаемый и старейший художник. После Петра Захарова у нас был большой период, когда среди чеченцев вообще не было художников уровня Шамиля Шамурзаева. Да, он, несмотря на свой преклонный возраст, сегодня работает лучше многих молодых художников. Постоянно участвует в выставках, картины его общепризнанные на всероссийском уровне. Я помню случай, позапрошлом году мы ездили на региональную выставку в Сочи, а он, несмотря на свое здоровье, он попросился, чтобы его взяли на выставку. И он с нами, вот сколько мы проводили там, рабочая у нас была поездка, помимо открытия мы еще занимались экспозицией, отбором. Вот дней 8 он с нами там провел, держался молодцом. Вот все старейшие художники вот с России, кто приезжает, они с такой любовью с ним общались, потому что в молодости они часто встречались на выставках, он не пропускал, насколько я знаю, ни одну крупную выставку. Для нас, художников следующих поколений, вот, для меня, более старших, менее старших, чем я, молодых художников, он является живым примером, как надо работать, на каком уровне, к какому уровню надо стремиться. У него такое одно смешное изречение, когда он видит этюды, написанные с натуры, он приходит и говорит: хороших, плохих этюдов, говорит, не бывает. Этюды, говорит, все хорошие, потому что, говорит, они написаны, говорит, с натуры, говорит, вообще не живой природой. Он очень любил молодости, насколько я знаю. Мне не посчастливилось с ним работать, когда они были молодые, работали, выезжали. Они очень объездили всю нашу республику, весь регион, насколько я знаю. Но, тем не менее, сегодня он дает очень полезные советы. Если мне какой-то нужен бывает совет, помощь, я первым долгом, конечно, иду к нему за помощью. И он спокойно, несмотря на вот отсутствие времени, он сядет, объяснит, как, что, где я не прав, где что надо было не так сделать или так. В общем, Шамиль очень уважаемый наш художник, мы все его уважаем, любим. Самыми большими удачами Шамурзаева стали портреты. Портрет занимает в его творчестве значительное место. Его первые портреты «Нефтяник», поэтический портрет «Горянка», «Хлебороб-механизатор» и другие. Мюрид революции, у родника, ковровщица, ставшая хрестоматийная классика, искусствоведы называли совершенным произведением. Совершенными они являются и по мастерству, и по внутреннему эмоциональному содержанию, привлекают внимание лаконичной выразительностью, попыткой передать психологическое состояние. Ну, конечно, портрет – это самый тяжелый жанр в искусстве вообще считается. Очень тяжелый. Потому что писать человека, дать ему теплоту душевную, человечески, это не каждый может. Каждому это не дается. Вот я начал с портретов. И сегодня так же. Образ чеченской женщины всегда волновал художника, и ей посвящены многие лучшие работы Шамурзаева. Он отобрал и передал в своих полотнах индивидуальные черты чеченских женщин. В собрании работ Республиканского музея изобразительных искусств имени Петра Захарова в Грозном хранился портрет, который не обошли вниманием исследователи и поклонники творчества Шамурзаева. Об этом портрете много писали, его репродуцировали. Портрет Горянки отличается пленяющей непосредственностью восприятия. Трогательная девушка в белом платке – один из самых поэтичных образов, созданных Шамурзаевым в ранний период творчества. В 1969 году на выставке «Советский юг» в городе Ставрополе портрет Шамурзаева имел успех. Самой такой известной его работой раннего периода была работа «Портрет чеченки». Вот именно в его вот этой работе передавался образ чеченской девушки. Очень хорошо, достоверно он передал этот образ. Шамиль Шамурзаев – это первый художник из чеченцев, профессиональный художник, который начал профессионально работать в изобразительном искусстве Чеченской Республики. Он идет вторым по истории изобразительного искусства чеченского народа, он идет вторым после Петра Захарова. Его творчество является
как бы достоянием всего чеченского народа. Когда еще была маленькая, лет 5, первая коробочка красок я получила от него и как бы начала от этого свою творческую деятельность. Именно молодые художники, мы все учимся на его творчестве, мы его уважаем, любим и гордимся тем, что у нас есть такой художник. В работах, созданных Шамурзаевым, нет искусственности, надуманности. Художнику чужд натурализм. Природа в его работах всегда одухотворенная, возвышенная. Его герои, будь то нефтяник или случайно встреченная, но выразительная в своей характеристике женщина, запоминаются сразу, привлекают внимание зрителей. Работы объединяются одной общей темой любви к человеку. Мастера живописи Шамиля Шамурзаева всегда отличало умение создать художественный образ, передать самое характерное в человеке и природе. Шамиль Шамурзаев отличается тонким чувством цвета, можно даже сказать, чувством эмоциональной силы цвета. С конца 80-х и вплоть до начала первой военной кампании Шамурзаеву довелось работать на самых ответственных участках. Он участвует во всех выставках. В 1976 году избирается делегатом 4-го съезда художников РСФСР. В 1978 году за создание ряда художественных работ ему присваивается звание «Заслуженный деятель искусств ЧССР». Пожалуй, не было столь значительной выставки, в которой Шамиль Шамурзаев не принимал участие, республиканских, автономных, зональных и всероссийских. Я выставлял свои работы не как попал, как все. Я выставлял свои работы на всесоюзных выставках с профессорами, с академиками. А так я никогда не выставляюсь. У меня большие успехи там были. Военные события 1994 года внесли колоссальные изменения в жизни мастера. Сгорела мастерская по улице Партизанская, уничтожено более 600 работ и этюдов, обширная библиотека по искусству. Большая коллекция работ художника хранилась в Республиканском музее изобразительных искусств имени Петра Захарова. В 1994-м, во время первой военной кампании и разгрома музея, все работы Шамурзаева были уничтожены. Это ужасно. Так не бывает. И причем признанные произведения. Признанные произведения в моей планете. Признанные. Их печатали в Америке, Франция японцы особенно, французы и японцы. Уцелело несколько работ художника, находившихся в частных коллекциях. Несколько его работ в Японии, Франции и одна работа «Гармонист» чудом уцелела в Малгобеке. Многие помнят последнюю персональную выставку именитого художника. Это было в конце 92-го, тяжелое и неспокойное время для нашей республики. Но именно в этот период появляются новые работы художника, наполненные новым содержанием. Он всегда выступал как вдохновенный певец человеческого благородства, душевной красоты людей, их духовной целеустремленности. Эти слова принадлежат замечательному поэту Магомеду Сулаеву, оставленные в книге отзывов после посещения персональной выставки Шамиля Шамурзаева в 1992 году. Путь художника – это путь поиска и потерь, показать человеку столь прекрасен наш мир, достойная художника цель. Искусство всегда несло и будет нести людям добро, свет и мысль. Работы Шамиля Шамурзаева вбирают в себя все, что было, есть и будет. Это и сам художник, его опыт, его чувства, мысли, надежды. Это и жизнь.